Это кульминация фестиваля. Торжественный парад команд, исполнение песен заслуженными артистами республики, выступления официальных лиц. Все это создает атмосферу праздника и признания достижений. Поздравил студентов и глава Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов. От его имени выступает руководитель администрации главы и правительства республики Анзор Мархиев. За время проведения фестиваля каждый из вас проявил себя достойно. Вы показывали волю, решительность и ответственность, поддерживали друг друга и вдохновляли окружающих своим примером. Ваши достижения – результат не только физических усилий, но и сильного характера, командного единства и настоящей дружбы. Хочу выразить глубокую благодарность каждому участнику за участие и стремление к совершенству, которое вы продемонстрировали. Особые слова благодарности волонтерам, тренерам, судьям и всем, кто обеспечивал организацию и проведение фестиваля на самом высоком уровне. Наш фестиваль стал важным событием спортивной жизни страны. Он направлен на популяризацию физической активности и формирование у граждан привычки к здоровому образу жизни. От лица Федеральной дирекции спортивных мероприятий позвольте выразить благодарность всем лицам, благодаря которым состоялся наш фестиваль комплекса ГТО. На протяжении 4 дней студенты демонстрировали свои лучшие качества – силу, ловкость, выносливость, скорость и, конечно же, несгибаемый командный дух. Соревнования проходили на 3 современных площадках Ингушетии – Мужичи, Назрани и Сунже, каждая из которых была готова принять и вдохновить сотни молодых спортсменов. Республика с честью справилась с ролью организатора этого масштабного события. Такие мероприятия в республике нужны, популяризация спорта региона. Я думаю, это не последний турнир, мы будем развиваться и дальше больше. И вот он, самый долгожданный момент – церемония награждения. Студенты, которые на протяжении 4 дней демонстрировали невероятные спортивные результаты, получают заслуженные награды. Эти медали, кубки и грамоты – символы их упорного труда и силы воли. Роман Козырев, ставший лучшим в подтягиваниях, рад не только победе, но и самому пребыванию в республике. Полно эмоций, потому что на таком высоком уровне проведения было. Я здесь первый раз, и я очень удивился, что все на высшем уровне. Вот. А что самое приятное, то что Республика Ингушетия так нас очень тепло встретила. На общем зачете победу одержала сборная Белгородской области. Она вновь доказала свое безоговорочное лидерство, в 6-й раз подряд выиграв общий зачет фестиваля ГТО. Долго тренировались. Наша задача была защитить свое звание чемпионов, что мы успешно сделали. Показали честную борьбу, красивые результаты, и все было кристаллически честно. Мы защитили свой титул, поэтому довольны своим выступлением. Но фестиваль – это не только победы, это еще и бесценный опыт, новые знакомства и яркие впечатления. Даже те, кто не занял призовых мест, уезжают с чувством удовлетворения и гордости за себя и свою команду. Этот фестиваль был отличной возможностью найти новые знакомства, хорошо провести время и заодно проверить свои физические возможности. К сожалению, не удалось занять хорошие места, так как мы в этом году участвовали впервые. Но мы постараемся в последующем, подготовимся хорошо и постараемся занять хорошие места. Фестиваль подходит к концу, но дружба, зародившаяся здесь, будет жить. Студенты прощаются, обмениваются контактами, договариваются о будущих встречах. Ингушетия подарила им не только спортивные испытания, но и возможность почувствовать себя частью большой, дружной спортивной семьи. Хадиджа Ивлоева, Султан Булгучев, Магаз 24.